Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий эксперт Национального центра аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия имени Ивана Жараева. Сегодня мы вспоминаем особую дату в истории железных дорог Якутии – 11 апреля 1985 года. В этот день строители БАМа, бойцы отряда «Якутский комсомолец» приступили к строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск протяженностью 830 километров. 11 апреля 1985 года Беркакит с утра празднично гудел. С утра народ толпился на празднике. Подходили и замирали автобусы в вахтовке. Этот день был особенным. В общем гуле толпы и рокоте тягача пятиукладчика 20-метровое серебряное звено, поблескивая пронзительно в чистом воздухе, медленно опускалось на насыпь. Первые шаги на пути к Якутску были сделаны. Эти кадры облетели весь Советский Союз. Герой соцтруда Владимир Степанищев вручает символический ключ командиру отряда «Якутский комсомолец» Алексею Иванченко и комиссару отряда Виктору Яковлеву. 100 посланцев со всех концов Якутии стали бойцами отряда и отправились на строительство новой дороги. Что их тогда ожидало? Только на участке Томмота предстояло построить 380 искусственных сооружений, 14 мостов, переместить 35,5 миллиона кубометров грунта, построить станции и поселки. Участок железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Нижний Бестях эксперты называют сейчас самым крупным и сложным проектом в области железнодорожного строительства за последние 30 лет. Амуро-Якутскую магистраль по праву можно считать инновационной. В процессе ее проектирования и строительства было подготовлено много фундаментальных научных трудов, посвященных проблемам сохранения вечной мерзлоты. Строители здесь решали сложные инженерные задачи. Проектировщики и конструкторы учли мощные паводки якутских рек, предусмотрев мосты и другие конструкции. Всего на объекте возвели более 300 искусственных сооружений. Построены мосты, станции, объекты электроснабжения, линии связи. Для Якутии этот масштабный проект стал очень сложным. Дорогу планировалось сдать в 1995 году, но стройка растянулась на 18 лет. 16 августа 1997 года состоялось прибытие первого поезда на станцию Томмот, а 5 августа 2019 года на станцию Нижний Бестях прибыл первый пассажирский поезд. Имя знаменитого строителя комиссара Виктора Яковлева навсегда вписано золотыми буквами в историю строительства Амуро-Якутской магистрали. Судьба комсомольца Виктора Яковлева как сценарий советского кинофильма. Его портреты украшали главные полосы российских газет. Его называли истинным бамовским комиссаром последнего комсомольского ударного отряда, и он был отличным примером для подрастающего поколения. Виктор Яковлев родом из поселка Тюхтюр Мегино-Кангаласского района. Окончил Якутский госуниверситет, работал в школе, затем был на комсомольской работе, а позже стал монтёром пути строительно-монтажного поезда «Юность Якутии». Комсомолец, истинный бамовец, комиссар последнего комсомольского отряда Виктор Яковлев награжден медалью за строительство Байкало-Амурской магистрали, знаками Центрального комитета ВЛКСМ «Мастер золотые руки» и за участие в строительстве и освоении зоны БАМ. Мне запомнилась ее улыбка. Даже вот одно, значит, воспоминание, я сравнил ее с улыбкой Юрия Гагарина. Он вообще незабываемая улыбка у Виктора была. А он по должности был монтёром пути. Он рабочий. А с ними руководители, ну это СМП 595, я помню, они наравне, как руководитель подразделения, с ним разговаривали. Ну и вместе, конечно, командиром Алексеем Иванченко. Вот эти два лидера, Алексей Иванченко, ну и Виктор Яковлев, они очень вот такие ребята были, достойные. В родном селе Тюхтюр бережно хранят память о своем комиссаре. В честь Виктора Яковлева названа улица, а Тюхтюрская средняя школа имени Ивана Романова гордится своим выпускником и рассказывает школьникам о трудовом подвиге знаменитого земляка. И таких ярких имен в истории строительства Амуро-Якутской магистрали было немало. Но возвратимся к историческим кадрам 11 апреля 1985 года. Нюрнбергская поэтесса Аямовка Наталья Лозина в честь этого события написала трогательные стихи. И вот легло на нас и плавно, пути короткое звено, еще одним началом славным вписалось в летопись оно. От километра к километру, как в юности, из класса в класс, пойдут бойцы навстречу ветру и вспомнят, может быть, не раз, 11 день апреля и 2 серебряных струны, и то,
как молодости вере их поздравлял народ страны. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно.